Без прививки могут отказать в плановой госпитализации. Соответствующий проект приказа разработал Минздрав России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А вот тем, кто сделал вакцину, наоборот, заплатит до 3000 рублей. Такую компенсацию могут получить те, у кого возникли проблемы со здоровьем. В Башкортостане люди, которые собираются сделать прививку, могут обратиться в страховую компанию и получить выплаты, если смогут подтвердить документально, что вакцина стала причиной проблем со здоровьем. Как это сделать, узнала моя коллега Лилия Курбанова. Принудительно на работе. А так вы хотели сами? Нет. Слухов всяких много, писали тоже. Последствия на иммунную систему влияет и на образование тромбов. Что называется, глаза боятся, а люди идут на прививку. В мобильных пунктах очередь на вакцинацию от коронавируса. Последствия действительно могут быть. Например, температура, слабость и боль в теле. Первый день у меня поднялась температура уже. Градусов было у меня сначала 38, потом 38,5. Ближе к ночи, уже часов в 10-11, у меня уже вообще начала очень сильно болеть рука, плечо. И все начало отдавать на спину. У меня вообще очень спина болела. То есть я брал бутылку, допустим, питьевую бутылку берешь, и вот рука не может толком поднять ее. По словам медиков, реакция естественная, и паниковать смысла нет. Поствакцинальные реакции, они возможны в виде красноты вместо введения инъекции или немного температура повысится. Но это реакция организма на введение вакцины. Она проходит и во время других вакцинаций, когда мы прививки делаем, у нас всегда реакция какая-то на месте возникает. Однако, если вакцинированный при этом вынужден уходить на больничный, пропускать работу, существует компенсация, но за нее предварительно нужно заплатить. Страховые компании предоставляют такую услугу. Правда, не всем. Есть ряд ограничений. В условиях разных организаций он варьируется. Так, например, не готовы продать полис людям с противопоказаниями на вакцину. То есть тем, кто прививаться и так не должен. А если и сделает это, то велика вероятность осложнений. Это люди с онкологическими заболеваниями, состоящие на учете в туберкулезном или психоневрологическом диспансерах. Могут быть застрахованы люди в возрасте от 18 до 65 лет. От 18 понятно, потому что более младший возраст у нас не вакцинируется. До 65 мы все-таки посчитали. Дело в том, что если мы будем делать страховку до более глубокого возраста, то она станет значительно дороже и потеряет свою массовость. А так у нас на сегодняшний день застраховано 40 тысяч человек. За каждый день, проведенный на больничном, готовы заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, в зависимости от страховой компании, в которой обращается вакцинируемый. Чтобы получить компенсацию, клиент должен предоставить медицинские документы, справку о прививке и об осложнениях после вакцины. Это может быть, например, выписной эпикриз, карта стационарного больного, либо акт расследования поствакцинальных осложнений, либо какие-либо другие документы, подтверждающие факт полученных осложнений в результате вакцинации. Приобретать полис необходимо перед вакцинацией. Однако, если клиент, например, ввел первый компонент вакцины, потом приобрел полис, ввел второй компонент вакцины и после этого столкнулся с какими-то осложнениями, подобные заявления мы будем рассматривать в индивидуальном порядке. В случае наступления смерти компенсация может дойти до 1 000 000 рублей. В Башкортостане, по официальным данным, таких последствий не было. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов, Новости Уфа.